Дорогие друзья, добрый день! Итак, в эфире передача «Якутск сегодня». И я, ее ведущая, Ольга Голдобина. С нами в студии наши замечательные, потрясающие режиссеры Мария Новгородова и Максим Владимиров. Но сегодня у нас есть еще и прекрасные гости. Гости, которых мы пригласили в преддверии великого, колоссального праздника – 80 лет Великой Победы. Итак, у нас в гостях Лебедева Галина Николаевна, первый заместитель Республиканского совета ветеранов, пенсионеров войны и труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Республики Саха-Якутия. Здравствуйте, Галина Николаевна. Добрый день. А также постоянный, незаменимый наш замечательный гость, который часто у нас бывает в студии. Это председатель Совета ветеранов города Якутска Николай Александрович Трепша. Добрый день, Николай Александрович. Добрый день. Друзья мои, какая цель сегодняшнего нашего с вами диалога? Конечно же, узнать побольше, как готовится республика к празднованию такого колоссального события. События важного не только для нас с вами, для всей Российской Федерации, для стран СНГ. События, которые помнят и в других государствах, которые есть вокруг нас с вами. И вы прекрасно понимаете, о каких государствах я говорю. Итак, мы всем нашим прекрасным жителям России и вообще земного шара желаем прекрасно встретить этот праздник. Всем, кому не все равно. А сегодня мы узнаем побольше, какие мероприятия уже проводились, какие мероприятия будут проводиться на территории нашей республики от председателя, от первого заместителя Республиканского совета ветеранов, пенсионеров войны и труда Галины Николаевны Лебедевой. Галина Николаевна, поделитесь с нами, пожалуйста, информацией, которой, я думаю, что вы владеете в полном объеме. И, может быть, уже что-то произошло, а мы еще не знаем. Еще раз добрый день. Я бы хотела начать с высказывания нашего президента Российской Федерации Путина Владимира Владимировича. Он сказал, что 80-летие должны отметить не просто ярко, торжественно, но главное наполнить мероприятие глубоким содержанием, да? И патриотизм – это ответственность за судьбу Родины. И ввиду того, что наша общественная организация, одним из направлений Республиканской организации ветеранов является патриотическое воспитание. И сегодня этому направлению деятельности как государственные органы власти, уделяют очень большое внимание, поэтому, конечно же, Республиканский совет ветеранов это направление, системно в этом принимает участие. Я бы хотела сказать, что буквально весь год 2025 он объявлен в Российской Федерации годом защитника Отечества, у нас защитника Родины. И совсем, буквально на днях мы проводили мероприятие в Верхневилюйском районе. В Верхневилюйском районе этот год патриотизма, то есть в унисон со всей страной, да. И я бы хотела сказать, что этот год мы начали со снятия блокады Ленинграда. В Музее моей истории мы провели очень хорошее мероприятие для блокадников Ленинграда. Их, к сожалению, у нас всего по республике 11 человек. И мы всегда все мероприятия проводим не только для ветеранов, с участием и ветеранов, в том числе боевых действий, ветеранов уже СВО, но мы приглашаем студентов, и частыми гостями у нас бывает среднее специальное учебное заведение, высшее учебное заведение, порядка 170 человек. Это был, очень такое интересное мероприятие, когда ребята воочию увидели жителя блокадного Ленинграда, который поделился. Мы посмотрели несколько, фрагментов блокады Ленинграда. И, в принципе, судя по тому, с каким лицом, с какими эмоциями выходила наша молодежь,
молодежь, они все равно очень, ну, как сказать, они понимают, Они что были такое. тронуты, наверное. Да, они были тронуты. И вот, ну, я бы хотела сказать, что сегодня в декабре месяце у нас Илдархан, глава Республики Саха-Якутия Айсен Сергеевич Николаев, проводил очередное заседание организационного комитета, он является председателем в селе Майя, да, и вот там с Николаем Александровичем мы были, там у нас было вот дан старт республиканской акции, это эстафета Знамени Победы. И вот, ну, наверное, и вы тоже знаете, да, часто показывают и по средствам массовой информации, да, с каким трепетом встречает вот это вот великое Знамя Победы, и сегодня оно у нас вот идет по всем районам, и 8 мая оно будет водружено у нас, да. Вот это большое мероприятие. Кроме этого, мы буквально вот на днях приехали с Верхневилюйского района, и там проводили большое мероприятие с участием 8 районов республики, города Якутска, на территории села Верхневилюйск, да. Ну, мероприятие называлось «Связь поколений, патриотизм и наставничество». И вот среди нас мы с собой возили лектора Балбахова Виссариона Дмитриевича, который встречался с детьми, школьниками, вот, и прочитал, значит, им лекцию о Великой Отечественной войне, об Афганской войне, о Чеченской, первой и второй, да, и вот 150, ну, даже не 150, 170 детей было, и что самое интересное, вот в своей лекции он начинает лекцию для ребятишек с истории своего района. То есть он спрашивает, сколько человек проживает в районе, да, какую площадь этот район занимает, какие у них герои, да, и так далее. И этим самым, ну, вот воспитывается патриотизм конкретно к тому месту, где он родился, да, ребенок. И я думаю, что это тоже очень важно. Ну и кроме этого, мы бы хотели отметить вот администрацию Верхневилюйского района. У них действительно вот год патриотизма чувствуется. Это наружное оформление, да, это различные мероприятия очень много, это это стихи читают. И вот у нас в феврале мы провели, в марте мы провели республиканский пленум ветеранов с подключением всех районов нашей республики. И у нас тема была такая: о завершающем этапе по подготовке достойной встречи 80-летия Победы. И, значит, у нас были подключены такие районы, как Среднеколымский, Оленёкский район, Нерюнгринский. И везде, в общем-то, ну вот идет такая, как бы сказать, не просто вот для галочки, да, эта подготовка, она действительно включает в себя буквально все формы и методы. Это различные конкурсы, да. Мы вот на этом же пленуме мы объявили конкурс «Помним и чтим». Когда, ну вот у нас 35 районов, да, город Якутск, вот Николай Александрович, Институт водного транспорта, мы показали, как это сделать, да, наше, в общем, желание такое, чтобы посмотреть в каждом районе, какие площади Победы, потому что территория большая, мы же не видим. Конечно, вот, например, хочется знать. Да. И поэтому мы вот хотели на площади Победы у нас в Якутске, на площади Тоймады, солдат Тоймады, там читают стихи, и обзор вот этой площади идет. Ну и вы, наверное, знаете, у нас, ну, по моему субъективному мнению, у нас самые красивые памятники, самая красивая площадь – это в Уснере,
да, это, ну, практически это родина-мать, вот, это очень красивая. Ну и хотела бы, к слову сказать, у нас порядка 700 памятников на территории республики, 120 из них к 9 мая будут ну, приведены ремонт будет и так далее, да. Поэтому я хочу сказать, что все от мала до велика готовятся к этому празднику, да, и у нас вот до конца этого года буквально все мероприятия, они в рамках вот этих годов защитника Родины и Отечества, да, вот, и самое главное, это, конечно, тесное взаимодействие со всеми учебными заведениями, и, в общем-то, мы на все мероприятия приглашаем, и у нас будет в августе слет ветеранов и молодежи, это когда приезжают команды с разных районов, да, 4 старшее поколение, 4 молодых до 35 лет, и в течение 2-3 дней они соревнуются. И мы вот в декабре месяце проводили большое мероприятие на базе кадетской школы, вот они с нами тесно, мы тоже сотрудничаем. И очень интересно, когда в команде вот разное поколение, да, и когда мы там провели квест, вот, конечно, многие цифры Великой Отечественной войны, многие события переломных моментов Сталинградской, Курской и так далее, сражений, да, вот, ребята, конечно, очень, им интересно, потому что старшее поколение знает больше, да, и вот эта тесная такая взаимосвязь, открытие друг друга, это тоже дорогого стоит. То есть, такие моменты. Ну и, конечно же, мы будем участвовать во всех федеральных больших, это свеча памяти, это все проекты. Да? Вот, да, весь город, вся республика выйдет, да. И поэтому я говорю, у нас вот мы где-то на 15-е запланировали президиум, у нас там тоже будут информировать наши районы, вроде определились, это Мирнинский район, будет, значит, информировать Северный какой-то район о том, как идет подготовка. То есть, руку на пульсе постоянно мы держим. Ну и, конечно же, особая роль отводится, это, конечно, городу Якутску, Совету ветеранов, да. Поэтому вот сегодня у нас всего 9 участников войны осталось, вот, 8 здесь живет и 1 в Чульмани. Еще бы я хотела сказать, что пригласили на парад в Москву, и, скорее всего, вот поедет с Чульмана, дай бог ему здоровья, как говорится, да. Вдов погибших у нас всего 1 человек, вдов, значит, умерших 221 и ветеранов тыла 1495. То есть, убывающие, уходят. Поэтому мы вот начинали, когда разговор, вот этот слет Верхневилюйский, да, это Министерство труда и социального развития сделало 2 ролика. Это обращение на якутском языке от Наума Трифоновича и на русском от Ефремовой, да. И, это тоже вот, когда мы показали в Верхневилюйском районе, представьте, сидят 100-летние люди и обращаются, которые все помнят. И самое главное, сказали, что только дружба, да, взаимопомощь, она влияет на всю жизнь. Главные постулаты мира, скажем так, да, мирной жизни, любви и уважения друг к другу. И вот там даже немножко переделалось стихотворение Валентина Васильевна Ефремова. Да, Васильевна Ефремова. Она сказала, и на обломках напишут ваши имена. Так что вот так. Прекрасно. Спасибо огромное. Вы столько рассказали. И искренне радует, что у нас республика настолько патриотичная, настолько яркая, да. И вот то, что мы постоянно с нашими детьми работаем на тему любви к родине, любви к ближнему,
а сегодня у нас Благовещение, отличный праздник. И я думаю, что нас ждет отличное будущее. Ну, конечно, все надеются на это. Самое главное, чтобы закончилось СВО. Да. Вот, потому что вот те ребята, которые сегодня отдают жизни за мирное небо, да, они вот, ну, это наши герои. Да, это наши герои. Любой из них. Да, присвоено ему это звание, не присвоено, разницы нет. Это все герои. Это герои. Николай Александрович, что у вас есть дополнить к такому прекрасному диалогу? Вот Галина Николаевна так много рассказала. И я знаю, что вы работаете и с подрастающим поколением, участвуете в открытии парк-героев. У нас вот в городе это прямо вот много часто происходит. И слава богу, наши дети знают о своих героях, знают историю республики, России. Чем вы с нами можете сейчас поделиться? Ну, хочу сказать, что наша столица город Якутск и Совет ветеранов города Якутска участвуют во всех мероприятиях. И вкратце был создан оргкомитет Победы. Евгений Николаевич Григорьев его возглавил в 2024 году. Было проведено 15 заседаний. И 5 февраля в библиотеке Белинского были приглашены общественники. Ну, по большому счету был сделан большой круглый стол, где пробежались мы по плану, так сказать, коротенько в течение 3 часов. Какие-то мероприятия выделили, какие-то совместили, и несколько мероприятий мы убрали. Таких основных мероприятий это порядка 135. Празднование нашей столицы начнется с 5 числа. Ну, не говорю, что по 9 оно будет продолжаться, вот активная фаза именно с 5 мая. Тут не буду открывать тайну, да, каждое министерство, все и имеет какие-то свои фишки небольшие, потому что не буду раскрывать. Все активно готовятся. Все активно готовятся. К такому великому празднику. Да, хочу сказать, что 8 мая, и так же как 9 будет перекрыта наша площадь, вернее, улица Ленина, и где будут очень много-много интересных мероприятий. Хочу сказать, что воспитание наших детей вообще начинается с детства. И сейчас активно Совет ветеранов, общественники как бы увидят, что изначально надо воспитывать с детства. И в этом году уже у нас будет 3-й, юбилейный, тем более посвященный 80-летию, 28 мая, по территории мы или на площади Победы будем, или в парке Победы, будет проводиться детский большой парад Победы. Все мы готовимся, вы посмотрите, что наши детки. И хочу сказать, что воспитание, материнство, детство, отцовство, большое влияет это отцы. И в данном случае наши защитники, наши ребята, которые защищают наше мирное небо, и, соответственно, детки, я знаю, что во многих детских садах подготовили посылки со своими открытками, пожеланиями, и мы должны собрать их и передать на фронт. Получается, их пожелания, поздравления с 9 маем и пожелания скорейшей победы. Это потрясающе. Еще раз скажу, безумно радует это все. Просто безумно. И какое счастье, что неважно, в каком году мы можем друг друга поздравлять с этим колоссальным событием, победой в такой страшной войне, которая унесла более 28 миллионов жителей Советского Союза. И наши дети, наши внуки, они должны это знать. И спасибо, что ваши советы ведут такую активную работу. Я думаю, что не только я готова сказать вам 100 раз спасибо, а все жители нашей республики, каждая мама, каждая бабушка, дедушка, да, каждый папа за то, что у него ребенок, зная историю своей любимой республики, тянется к лучшему, становится патриотом, любит свою родину. Это ведь очень важные моменты. И все, что вы делаете, это и есть любовь. Это и есть мир, это и есть счастье. Друзья мои, буквально через несколько секунд мы уйдем с вами на рекламу.
Оставайтесь с нами, не уходите от экранов. И мы еще раз с вами поговорим о том, как мы готовимся к празднованию юбилея 80-летия победы в Великой Отечественной войне, победы советского народа, всех народов, живущих на территории Советского Союза, Российской Федерации и стран СНГ. Во втором блоке у нас будут другие гости. Не уходите. Оставайтесь у экранов телевизоров и ваших радиоприемниках. Мы вас будем ждать. И снова здравствуйте, дорогие друзья. Мы продолжаем нашу передачу, нашу встречу, и говорим мы с вами о патриотизме, о том, как республика, город, вообще все население России готовится к празднованию 80-летия юбилея Великой Отечественной войне. И сегодня у нас такие гости. Заместитель директора Якутского института водного транспорта по МПИВР Станислав Леонидович Климов. Здравствуйте, Станислав Леонидович. Здравствуйте. Все, что я говорю, все продумано. Так, Дивногорский Георгий, курсант второго курса Якутского института водного транспорта. Здравствуйте, Георгий. Здравствуйте. Меликов Георгий, курсант четвертого курса Якутского института водного транспорта. Здравствуйте, Георгий. Друзья, ну как приятно видеть красивых молодых людей и такого солидного рядом педагога, учителя, наставника, который учит нашу молодежь быть патриотами, любить свою родину. Итак, Станислав Леонидович, я умышленно не расшифровала вашу должность. Я бы хотела, чтобы вы сами ее прямо расшифровали и объяснили, вот занимая эту должность, чем конкретно вы занимаетесь, что входит в ваши обязанности и какие приоритетные задачи работы в Якутском институте водного транспорта перед вами стоят. Начну с того, что МП – это молодежная политика, а ВР – это воспитательная работа. Поэтому получается, что с курсантами мы занимаемся постоянно, регулярно. Естественно, они наша молодежь, это будущее страны, а тем более водный транспорт в Якутии – это очень востребованный транспорт, был всегда и будет, мне кажется, долго еще, пока не построят дороги. Естественно, что молодежь, которая у нас учится, это будущие капитаны, электромеханики, механики, гидротехники, и есть сейчас у нас береговые специальности. Поэтому, чтобы они не просто учились, но и становились командирами речного флота, как я всегда говорю, то они должны еще и быть разносторонними. Не только учеба, но и творчество. А в нашей работе, в романтической работе речника без творчества это никак. Конечно, я это романтика, я это знаю прекрасно. Рода, да. Поэтому мы хотим, чтобы они были и сильными, и здоровыми, и умными, и грамотными, и требовательными, но одновременно и чтобы команды, которые они будут возглавлять рано или поздно на экипаже судов, были у них как дети, наверное, как семья, потому что мы все равно большинство своего времени проводим вне дома. Ну, значит, они должны быть еще и мудрыми. Это само собой. Но мудрость приходит с годами, поэтому вот я уже сейчас могу сказать, да, действительно, потому что я 42 года ношу эти погоны с самого речного училища, еще с Советского Союза, и поэтому считаю, что профессия очень интересная, очень романтичная. Мне даже спрашивают почему-то вот многие, как так может сочетаться, ты технарь по образованию, но в то же время романтик. Я говорю, а идти по нашим рекам и не видеть этой красоты, не любоваться рассветы, тем, закаты, вокруг. Природа, это вообще просто невозможно не любоваться. Поэтому я с самой первой навигации пишу стихи, а вот сейчас все это передаю нашим детям. Вы занимаетесь вообще колоссально благородным делом. Мало того, что ваши курсанты – это люди, которые везут продукты на север, обеспечивают жизнедеятельность северных районов, да? Вообще жизнедеятельность республики. Насколько это важно. Молодые люди, вы два Георгия. Как сказал вот между нами Станислав Леонидович, вы два победоноса. Скажите, пожалуйста, как вы относитесь к тому, что от вас, от вашей работы, от качества вашей работы, от качества вашего понимания жизни и, в первую очередь, от патриотизма вашего личного зависит снабжение и, наверное, жизнь и настроение людей, которым вы это все будете доставлять? Что это для вас? Кто первый сможет мне сказать? Ну, давайте я попробую. Давайте.
Ну, это в первую очередь огромная ответственность. Нам надо очень хорошо учиться, чтобы полностью освоить свою профессию и, как положено, работать на флоте. Чтобы все было исправно, никаких ошибок, никаких поломок. А это не просто красивые слова, это истина. Само собой. То есть вы этим живете, вы этим пропитаны. Конечно. А что в вас это сформировало? Или вы считаете, что вы вообще родились таким человеком? Или что-то вот в вашей жизни происходило, пускай даже там садик, школа, теперь институт, и это вас, вот в вас это все воспитывало и вело к тому пониманию, которое вы нам сейчас озвучили? Ну, в первую очередь институт. Прививают дисциплину. Каждый день построения, маршировки, учеба. Станислав Леонидович, приятно, правда? Конечно. Очень приятно. А второй Георгий? Ну, что можно сказать? Это все прививается в течение обучения, но скажу честно, мне уже на первом курсе здесь очень понравилось. Я уже знал до поступления, что меня ждет, что от меня требуется и чем я буду полезен для республики, для страны в целом. А вот у вас медаль. Это что за медаль? Это медаль за смотр строя и песни на 23 февраля. Я вас поздравляю. Отличная, достойная награда. Ну, ребят, вы нас просто порадовали, потому что ответы-то прекрасные. И самое главное, что в нашей жизни, да, вот мы же уже люди преклонного возраста, ну, о себе говорить не буду, скажем так, да, вот, но тем не менее нам хочется от молодежи, от наших детей слышать эти слова. И не просто их слышать, а видеть, что они это четко понимают и к этому идут. А вот какие мероприятия вы готовите и уже, может быть, провели по подготовке к 80-летию Победы? Мероприятия начались, наверное, с самого 1 сентября. Со 2, точнее, когда пришли дети, первокурсники, 2, 3 были еще на практике, и встречи с ветеранами. Вот тот же Николай Александрович, который был у вас до нас, поэтому я его знаю уже месяцев 5, он приходит регулярно, он помогает нам в патриотической работе, он нас зовет к детям, к школьникам, даже в детские сады. Естественно, эти мероприятия регулярно проходят. 25-й год начался уже конкретно, что мои курсанты ходили, наши курсанты ходили помогать учить строевой в садике, в школы. Буквально каждый день много было подготовка. Друзья мои, я спешу напомнить вам, что Станислав Леонидович сейчас говорит о первом нашем блоке, в котором был гостем председатель городского совета ветеранов Трепша Николай Александрович. И Станислав Леонидович говорит о том, что у них, ну, как у них идет плотное сотрудничество с Советом ветеранов города. Но это же чудесно. Это просто замечательно. А какие встречи с Советом ветеранов города проходят внутри института? Ну, кстати, вот Николай Александрович идею подал этого видеоролика на площади Победы. Создали видеоролик наши курсанты, где опять они же читали стихи о войне на русском якутском языке. И если кто-то не знает, то этот ролик у нас получил гран-при на фестивале здесь, в Якутии. И сейчас он пошел дальше в Москву уже, этот ролик. Вот, пожалуйста, это Николай Александрович была идея, мы воплотили ее в жизнь со своими курсантами. Ну что же, дорогие друзья, сейчас, наверное, наступил апогей сегодняшней передачи, потому что мы попросили наших ребят, мужчин, наших замечательных, Дивногорского Георгия и Меликова Георгия сегодня прочесть стихи. Итак, ребята, что вы нам прочтете, чем вы нас порадуете? Не только вот рассказом о том, как вы учитесь, а именно душевно передадите то, к чему вы готовы. Проза Рождественского, 210 шагов. Отрывок. Было училище. Форма на вырост, стрельбы с утра, строевая зазря. Полугодичный ускоренный выпуск и на петлице 2 кубаря. Шел эшелон по протяжной России, шел на войну сквозь мелькание берез. Мы разобьем их, мы их осилим,
мы им докажем, гудел паровоз. Станции, как новгородское вече, мир, где клокочет людская беда. Шел эшелон, а навстречу лишь санитарные поезда. В глотку не лезла горячая каша. Полночь была, как курок, взведена. Мы разобьем их, мы им докажем, мы их осилим, шептал лейтенант. В тамбуре, маясь на стрелках гремящих, весь продуваемый сквозняком, он по дороге взрослел, этот мальчик. Тонкая шея, уши торчком. Только во сне, купировав полку, в осатанелом табачном дыму, он забывал обо всем ненадолго и улыбался. Снилось ему что-то распахнутое и голубое. Небо, а может, морская волна. Танки! И сразу истошное: к бою! Так они встретились, он и война. Воздух наполнился громом, гудением. Мир был изломан, был искажен. Это казалось ошибкой, видением, странным чудовищным миражом. Только видение не проходило. Следом за танками у моста пыльные парни в серых мундирах шли и стреляли от живота. Дыбились шпалы, насыпь качалась, кроме пожара не видно низги. Будто бы эта планета кончалась там, где сейчас наступали враги. Будто ее становилось все меньше. Ежась от близких разрывов гранат, черный, растерянный, онемевший, в жестком кювете лежал лейтенант. Мальчик лежал посредине России, всех ее пашин, дорог и осин. Что же ты, взводный? Докажем, осилим. Вот он, фашист. Докажи и осиль. Вот он, фашист. Оголтело и мощно воет его знаменитая сталь. Знаю, что это почти невозможно, знаю, что страшно, но все-таки встань! Встань, лейтенант! Слышишь? Просят об этом, вновь возникая из небытия. Дом твой, завьюженный солнечным светом. Город, отечество, мама твоя. Встань, лейтенант! Заклинают просторы, птицы и звери, снега и цветы. Нежная просит девчонка, с которой так и не смог познакомиться ты. Просит далекая средняя школа, ставшая госпиталем с сентября. Встань! Чемпионы двора по футболу просят тебя, своего вратаря. Просит высокая звездная россыпь, горы, излучина каждой реки. Маршал приказывает и просит: встань, лейтенант, постарайся, смоги. Глядя значительно и сурово, вместе с землею и морем скорбя, просит об этом крейсер «Аврора». Тельман об этом просит тебя. Просят деревни, пропахшие гарью. Солнце, как колокол в небе, гудит. Просит из будущего Гагарин. Ты не поднимешься, он не взлетит. Просят твои нерожденные дети. Просит история. И тогда встал лейтенант и шагнул по планете, выкрикнув не по уставу: «Айда!» Встал и пошел на врага, как вслепую.
сразу же сделалась влажной спина. Встал лейтенант и наткнулся на пулю, большую и твердую, как стена. Вздрогнул он, будто от зимнего ветра. Падал он медленно, как нараспев. Падал он долго, упал он мгновенно. Он даже выстрелить не успел. Ну, честно говоря, я забыла, как дышать, честное слово. Это что-то потрясающее. Ну, ребята, наверное, Станислав Леонидович, я просто преклоняюсь перед выбором, потому что Роберт Рождественский один из самых ярких поэтов-песенников советского периода. И это очень приятно, что такое яркое стихотворение. Выбрали, вернее, яркий такой фрагмент из большой поэмы. Он много писал о войне. Ребята, браво! Просто браво! Я чуть... Вот, правда, слезы. Вы молодцы. Это гениально. И самое главное, что приятно, что вы это чувствуете. Это внутри вас. Дорогие друзья, ну, как не похлопать, правда? Как не порадоваться за этих прекрасных молодых людей. Я надеюсь, что их ждет великое будущее, что вы будете мощными руководителями, мудрыми, терпеливыми и будете работать на благо своей замечательной республики Саха-Якутия. Это очень важно. Нам нужны хорошие, молодые, сильные кадры, Станислав Леонидович, Да. правда? Правда. Станислав Леонидович, у нас осталось буквально вот 2 минутки, 1,5, грубо говоря. Пожелайте, пожалуйста, жителям нашей республики в честь великого праздника какие-то добрые моменты. Я вам скажу немножко, что я сам приехал сюда, в Якутию, с Сталинградской земли, прожил на той территории, которая была оккупирована немцами, это между Волгой и Доном. Естественно, я очень много слышал рассказов о войне, от очевидцев, много записал об этом. И вот сейчас здесь ребята молодые, которые не напыщенный патриотизм, это наше будущее. Это будущее республики, будущее всего остального, даже будущее России. Я хочу, чтобы пожелать всем, чтобы у них было мирное небо, чтобы у них была спокойная вода для того, чтобы возить грузы те же самые, чтобы у них были дружные семьи, чтобы у них были хорошие последователи, а они помнили о том, что произошло много лет назад. И сейчас, тем более, СВО идет, мы тоже должны помнить о том, что это гибнут ребята за свою землю. Поэтому наши курсанты, я думаю, мы так их воспитываем, стараемся, и видно, что они показывают хорошие показатели свои в этом во всем. Хочу пожелать, чтобы они долго жили и были счастливы, и было мирное небо над головой. У всех, и в республике в том числе. Спасибо большое. Ребят, передача наша подходит к концу. Я, в свою очередь, как ведущая, от всей души желаю вам всего самого замечательного. Пронесите это горячее сердце через всю свою жизнь. Не становитесь холодными и равнодушными. Будьте всегда яркими, мощными, сильными, неповторимыми и непобедимыми. Друзья мои, мы, в свою очередь, прощаемся с вами. Желаем вам всего самого замечательного. Хорошо, ярко, красочно, незабываемо. Встретьте этот праздник, проведите его. Будьте счастливы, любите. Мира над головой.